Сегодня приготовим сицилианский торт кассата. Для этого необходимы следующие ингредиенты. 500 грамм сладкого творога, бисквитные коржи, используем уже готовые, но можем приготовить в домашних условиях. Специальное тесто из 200 грамм тертого миндаля, 200 грамм сахара, 150 литров воды и алиментарной зеленой краски. Цветные цукаты, ликер для сладких препаратов, разбавленный водой, сахарная глазурь, 100 грамм сахара, пачку ванильного сахара, шоколадная крошка. Вынимаем из холодильника наш творог и начинаем перетирать его через ситу. Добавляем 100 граммов сахара и пачку ванильного сахара. Перемешаем все ложкой, так удобнее. Добавляем еще шоколадную крошку, 70 грамм приблизительно. И ставим нашу начинку в холодильнике на 1 час. Теперь приготовим миндальное тесто. Посыпаем немножко сахарной пудры. Это тесто напоминаем пластилин для детей. Раскатываем тесто таким образом, чтобы получили лепешку. При помощи ножа нарезаем сначала полоски, потом маленькие кусочки в форме трапеза. Таким образом нарезаем наши бисквитные коржи. Остатки не выбрасываем. Попозже мы их всех используем. Третий корж нарезаем величиной формы для торта. Ножиком проведем круг и отрезаем край. Чтобы легко отнимать торт из формы, застелим кусок пленки. И сейчас начинаем складывать край нашего торта, складывая плотно друг к другу нарезанные кусочки.
в альтернативной форме. Зеленые и желтые кусочки. Налаживаем основу торта на дне нашей формы. Промачиваем заранее приготовленным ликером. Уравниваем края при помощи ножа. И вот результат. Вынимаем начинку из холодильника и налаживаем ее в форму. Уравниваем хорошо. Сверху выкладываем оставшиеся кусочки бисквита так, чтобы накрыли всю начинку. Намачиваем еще ликером, в особенности края. Широким подносом накрываем торт, выжимая немножко. Переворачиваем. Этим образом и ставим в холодильник на 1 час. В это время приготовим наши цукаты, которых используем для декора. Берем кусок кедра и нарезаем полосками. Их мы используем для лепестков наших цветочков. Также нарезаем апельсин тоненькими доликами. И даже зеленые груши можно нарезать доликами. Черешни их можно нарезать наполовину. Вынимаем торт из холодильника. Отнимаем форму
и пленку. Смотрите, какая красота! Сейчас приготовим глазурь, которую растопим в маленькой кастрюле с несколькими каплями воды. Видите, что глазурь в солидном виде. Эту глазурь мы заливаем сверху нашего торта и при помощи лопаткой распределяем на всю поверхность. Покрывая также края. Ставим торт еще на полчаса в холодильнике. Через полчаса можем украсить наш торт. В центре ставим 3 черешни. Полосками кедра сделаем лепестки цветов. Вот наш цветочек обретает форму. Долики груши ставим внутри лепестков. Между которыми ставим долики нарезанного апельсина. Остальные черешни используем для декора края. В зависимости от вашей фантазии. Наш торт готовый. С праздником вас! До следующей встречи!